Здравствуйте, дорогие телезрители! Настала пора поговорить о проблемах с отоплением квартиры или многоквартирного дома. Наступает календарная зима. После аномально теплых сентября, октября и первой декады ноября наступило время, когда сама природа заставляет ни одного собственника и пользователя помещений в многоквартирном доме вновь вспомнить о своей ответственности за обеспечение комфортных условий проживания в жилых комнатах и поддержание нормальной температуры во всей квартире. Хотя это мое утверждение сразу же вызовет недовольный вопрос. Причем здесь ответственность, если собственник своевременно и в полном объеме вносит платы как управляющей организации, так и теплоснабжающей организации МП УК ЖКХ. В отопительный период это же их обязанность за плату обеспечивать комфортные условия проживания собственника или нанимателя квартиры и членов его семьи. Начнем, как говорится, танцевать от печки. Как ни странно, оказывается, что мало кто из нас может точно изложить содержание частей 3 и 4 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации. Приватизация квартиры или жилой комнаты в коммунальной квартире означает их переход в частную собственность. И у любого собственника помещения в многоквартирном доме появляется одновременно с правами владения, распоряжения, пользования принадлежащим ему на праве собственности помещением гораздо более широкий круг обязанностей, бремени надлежащего содержания не только принадлежащей ему квартиры, но и общего имущества собственников помещения в соответствующем многоквартирном доме. А собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире. Согласование интересов собственников помещений в многоквартирном доме в вопросах управления домом, содержания и ремонта общего имущества, его капитального ремонта, предоставления коммунальных услуг законодатель считает возможным решать выбором собственниками помещений их общим собранием одного из 3 способов управления многоквартирным домом. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, если в доме не более 30 квартир, управление товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом или иным специализированным кооперативом и управление управляющей организацией. Уже этот выбор для большинства миллионеров в нашем городе, миллионерами я называю многих собственников, так как кадастровая и тем более рыночная стоимость приватизированных квартир, как правило, выше или не намного ниже 1 000 000 рублей, стал непреодолимым камнем преткновения. В данное время единственным товариществом собственников жилья «Восход» управляется единственный дом. По данным в интернете, в Канаше нет ни одного дома, которым собственники помещений в нем управляют непосредственно. Так что в нашем городе фактически применяется только один способ управления многоквартирным домом – управляющей организацией. Все управляющие организации по закону и своим уставам являются коммерческими организациями, созданными учредителями с целью получения прибыли. То, что с каждым днем их число растет, а не уменьшается, свидетельствует о том, что управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или по договору считается стоящим делом.
Бесспорным лидером среди управляющих организаций в Канаше является муниципально-унитарное предприятие «Чистый город». Хотя по решениям арбитражного суда Чувашской республики оно все еще в стадии внешнего управления. Более чем 5 домами каждая управляет ООО «УК Канашстрой», «Ромашка», «Дружба», УК «Доверие». У остальных под управлением от 1 до 5 домов. И, что удивительно, они держатся на плаву. Общее у всех управляющих организаций одно. Все они для управления многоквартирным домом должны быть выбраны общим собранием собственников или отобраны по результатам открытых конкурсов, проведенных администрацией города Канаш. Для домов, собственники которых считают выбор способа управления управляющей организацией не своим делом. Но назвался груздем, полезай в кузов. Любая управляющая организация по закону обязана управлять домами в соответствии с условиями договоров управления многоквартирным домом, заключенных с ними в письменной форме и подписанных в качестве стороны договора собственниками, обладающими более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, или по выданным ими доверенностям председателем Совета многоквартирного дома. С августа этого 2020 года председатель Совета многоквартирного дома вправе подписать договор управления МКД и без доверенности, но это должно быть особо оговорено в решении общего собрания собственников помещений. В идеале у каждого собственника хоть квартиры, хоть доли в общей долевой собственности на квартиру в любое время под рукой должен находиться свой личный договор с подписью директора управляющей организации, скрепленной печатью УО, и лично этим собственником или выбранным общим собранием председателем Совета многоквартирного дома. И ежегодно до 1 апреля по форме, утвержденной Минстроем России, управляющая организация обязана предоставить Совету многоквартирного дома свой письменный отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом за предыдущий год и не позднее 30 июня отчитаться перед всеми на годовом общем собрании собственников о предоставлениях, услугах и работах по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества, приобретению и использованию горячей и холодной воды, отведению сточных вод, электроэнергии в целях содержания общего имущества многоквартирного дома, поступление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества и их использование для капремонта. Многие ли из телезрителей смогут похвалиться тем, что действующий договор у них имеется, а еще к нему приложен утвержденный общим собранием состав общего имущества не вообще многоквартирного дома, а его конкретного многоквартирного дома? Входит ли в этот состав, например, внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных приборов учета тепловой энергии? Знаете ли вы о том, что решением Верховного суда Российской Федерации от 22 сентября 2009 года, оставленным без изменения определением Кассационной коллегии Верховного суда от 24 ноября 2009 года,
Такое перечисление составных частей системы отопления в части отнесения находящихся в квартире собственника приборов отопления к общему имуществу многоквартирного дома признан непротиворечащим действующему законодательству. Если да, то предлагали ли вы общему собранию конкретизировать такой состав и вместо допускающих разные толкования слов обогревающие элементы в перечне указать однозначно находящиеся в квартире собственника приборы отопления? Если на все или хотя бы часть заданных вопросов вам пришлось ответить «нет», или «меня эти вопросы не интересуют», возможно, вас заставит задуматься следующий пример. В 2019 году заочным решением Канашского районного суда собственника 2 комнат в 3-комнатной коммунальной квартире на 2-м этаже дома в пользу собственника комнаты в квартире на 1-м этаже взыскано около 160 тысяч рублей в порядке возмещения ущерба, причиненного имуществу истца вследствие затопления комнаты в собственности истца и собственника 2 других комнат, а также подсобных помещений в этой тоже коммунальной квартире. Актом комиссии управляющей организации, представленным суду, установлено, что затопление произошло в результате обращения трещины в радиаторе отопления, находящемся в комнате не ответчика, собственника 2 комнат из 3, а собственника 3-й комнаты в этой коммунальной квартире, знавший по меньшей мере обязанный знать о том, что за содержание системы отопления и состояние этого треснувшего радиатора ответственность несет управляющая организация, а не кто-либо из собственников комнат в коммунальной квартире, юрисконсульт управляющей организации, участвовавший в рассмотрении дела в качестве представителя третьей стороны, ни на одном заседании суда не обмолвился о том, что надлежащим истцом в деле должна являться управляющая организация, его работодатель. По ряду причин ни истец, ни 2-й собственник жилого помещения в коммунальной квартире на 2-м этаже в рассмотрении дела совсем не участвовали. Никаких доказательств своей невиновности суду не представили. Судье, как обычно, не хватило времени для всестороннего и объективного изучения всех обстоятельств дела. Ни одного из документов, которые мною упомянуты выше, в материалах дела не имеется. Суд их ни от кого и не запрашивал. Я говорю о договоре управления в многоквартирном доме, составе общего имущества этого дома и перечне работ по содержанию общего имущества, утвержденных общим собранием собственников помещений в данном доме. Решение суда вступило в силу. Судебные приставы в июле этого года приступили к принудительному взысканию денежных средств с должника. И только сейчас без вины виноватый должник и его представитель начали оспаривать законность заочного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Можно долго удивляться. Нужно сочувствовать должнику с 4 несовершеннолетними детьми. Но с заочным решением суда должник ознакомился только через год после вступления решения в силу. Договор о управлении домом в письменной форме он до сих пор не подписал. Проживает с семьей не в Канаше, а в Московской области. Ни об одном собрании собственников помещений в многоквартирном доме
в городе Канаш за последние 7 лет его никто не уведомлял. Он был лишен возможности голосовать при принятии решений, которые, как оказалось, весьма ощутимо отразились на материальном положении семьи. Только сейчас этот горе-собственников выдал доверенность на представление своих интересов лицу, проживающему в Канаше. Доверенному лицу для восстановления справедливости придется вплотную поработать и с прокуратурой, и с судами разных инстанций. Пожалуй, пора отодвинуться от нашей печки договора управления домом с приложениями к нему и конкретнее разобраться в том, почему в одном и том же городе Канаш, в котором, за редким исключением, многоквартирные дома отапливаются теплом, поставляемым одним и тем же муниципальным предприятием управляющая компания жилищного коммунального хозяйства, часты жалобы жителей одних домов на низкую температуру в квартирах, других в то же время на перетоп. Как и в начале каждого отопительного периода, недоумение и возмущение многих горожан вызвали суммы в квитанциях за отопление за октябрь, которые оказались в 3-4 раза выше сумм в таких же квитанциях, предъявляемых жителям в таких же соседних домах, но оборудованных общедомовым прибором учета. Но сделаем эти вопросы темой следующих наших встреч. А вы, дорогие зрители и читатели, постарайтесь до этой передачи найти и прочитать в договоре управления вашим домом и приложениях к нему положения, регулирующие ваши отношения с управляющей организацией и МП УК ЖКХ. Желаю всем крепкого здоровья, теплоты не только в квартирах, но и во взаимоотношениях со своими близкими и соседями. До следующей встречи!